В эфире итоговая программа новостей. Расскажем о главных событиях уходящей пятницы и коротко о темах выпуска. В Ленском и Алданском районах усилили меры борьбы с COVID-19. О том, что было сделано после обнаружения инфекции на территориях, наши корреспонденты расскажут в своих материалах с места событий. Региональная версия сайта «Стоп Коронавирус» появилась в Якутии. На нем можно не только отслеживать текущую ПИТ-обстановку в режиме онлайн, но и заказать товары первой необходимости. Предприятия общепита лишились 70% дохода. Особенно пандемия ударила по столице страны. Как якутяне, имеющие бизнес в центре России, переживают сложное время. Сюжет в конце выпуска. Три человека погибли и еще 20 были эвакуированы в результате пожара в жилом доме в Мирном. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, к моменту прибытия пожарных огнем была охвачена одна из квартир. На ликвидации происшествия были задействованы 17 человек и 5 единиц техники. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Причины пожара и ущерб устанавливаются. По последней информации с сайта stopcoronavirus.rf, 1786 человек заразились коронавирусом в России за минувшие сутки. 18 человек скончались, выписались 97 пациентов. Теперь в стране зарегистрировано почти 12 тысяч случаев заболевания COVID-19. 94 человека скончались от инфекции, вылечились 795. Глава Якутии рассмотрел первоочередные меры по предупреждению распространения коронавируса в районах Якутии. На сегодня в регионе имеются положительные результаты анализов в Алданском и Ленском районах. Глава поручил развернуть в этих районах дополнительные обсерваторы и оснастить их медицинским оборудованием и лекарственными медикаментами. Большое внимание поручено уделить и транспортному контролю. Со вчерашнего дня по решению главного санитарного врача России Анны Поповой Управление Роспотребнадзора по Якутии получило право не отправлять пробы анализов на подтверждение в центр «Вектор». Отныне туда будут направляться только сомнительные пробы анализов. В настоящее время имеется 19 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из которых 9 человек продолжают лечение в стационарах, 10 пациентов выздоровели. За минувшие сутки в регионе обработано рекордное количество тестов на выявление коронавируса – 918 проб. Более подробно о том, как выявляют больных коронавирусом, готов рассказать Юрий Осипов. Вчера в Алданском районе вслед за Якутском, Жатаем, Мирнинским и Нерюнгринским районами был введен режим полной изоляции. Взятые у 2 жителей анализы на коронавирусную инфекцию предварительно оказались положительными. По имеющимся данным, заболевшие прибыли в Алдан из-за границы. Семейная пара, уроженцы Киргизии, граждане Российской Федерации, которые в Алдане давно проживали, они прилетели из Москвы, где находились месяц на лечении. И вот благодаря, скажем так, моему решению о самоизоляции всех граждан, прибывших уже из других регионов нашей страны, они были сразу посажены на самоизоляцию по прибытии в Алдан 5 числа, 6 числа. Произведенные в лаборатории Якутска анализы оказались положительными, пробы направлены в Новосибирск. Заболевшие помещены в инфекционное отделение Алданской центральной районной больницы. В настоящее время они получают превентивное лечение. Идет работа по выявлению контактных лиц. Круг их контактов по месту жительства, по самолету и по такси устанавливается, практически установлен. Все эти лица подлежат изоляции в условиях обсерватора. Обсерватор готов, развернут, работа ведется. Здание, в котором он проживает, по факту переселения людей в обсерватор будет обработано с применением дезинфицирующих средств, то есть будет проведена заключительная дезинфекция. По информации главы региона Айсена Николаева, предварительно инфицированным коронавирусом было выдано предписание находиться дома на самоизоляции. Однако есть все основания полагать, что предписание было нарушено. И один прилетевший, не выдержав 14-дневного срока нахождения дома, вышел на рынок. Учитывая то, что они являются оба супруга работниками вот этого рынка, это сразу ставит под большую, достаточно серьезную опасность уже многих людей, которые могли на этом рынке в это время находиться. Сейчас поэтому мною дано поручение строго главе района убыстрить мероприятия по закрытию рынка, по выявлению лиц, находившихся на рынке, по самоизоляции этих лиц. К сожалению, здесь хочу сказать, что вот в Алданском районе действия, на мой взгляд, предпринимаются недостаточно быстро. Сотрудники Роспотребнадзора призывают алданцев, делавших покупки на этом рынке в период с 6 по 9 апреля, позвонить по телефону горячей линии.
На сегодняшний день в республике официально подтверждено 19 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Чтобы вирус не имел возможности распространяться дальше, санитарные врачи настоятельно рекомендуют соблюдать режим самоизоляции. Юрий Осипов, Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан, Якутск. Коронавирус в Ленском районе нашли у жителя райцентра, который год пробыл на отдыхе в Армении. Его вместе с супругой поместили в инфекционную больницу. Об эпидобстановке в районе Денис Семенов. Как сообщает пресс-служба администрации Ленского района, мужчина 28 марта прибыл на самолете из Москвы в Мирный, а оттуда приехал на такси в Ленск. До получения результатов анализов на коронавирус он находился на самоизоляции у себя дома. Сейчас он помещен в отдельный бокс инфекционного отделения Ленской центральной районной больницы. Срок у него заболел, он и анализы взяты 5-го, то есть у него появились и симптомы. То есть он как раз попадает в разгар заболевания. Вот его сейчас будут перепроверять в Новосибирске. Это подтверждено в вирусологической лаборатории республиканской. Круг лиц, контактировавших с предположительным носителем инфекции, установлен. Это соседи по местам в самолете, в такси и по месту жительства. Все они, это порядка 20 человек, с 28 марта находились в режиме самоизоляции. 4 из них в Ленском обсерваторе. У всех были взяты пробы на коронавирус. У большинства они уже показали отрицательный результат. Остальные пробы в настоящее время находятся в процессе анализа. Из тех, кто с ним близко контактировал, 2 человека у нас уже выпущены, потому что у них анализы не подтвердились, по крайней мере. Но я надеюсь, что фактически сейчас повторные анализы взяты, может быть, ошибочно, а может нет, но все равно подготовиться надо. Давайте, я еще хочу людям всем объяснить, никакой паники, никакой суеты не должно быть, в принципе. Мы к этому принципиально все готовились, все службы, все организации, все руководители предупреждены, все отрабатывают на местах. Поэтому здесь ничего критичного нет. Сегодня наша задача вот такой ситуации, четко, грамотно, без суеты, четко работать. По крайней мере, я думаю, что в принципе из той ситуации сегодня по городу, по наблюдению, у нас таких пока осложнений нету. С 10 апреля в Ленском районе действует режим обязательной самоизоляции. Это значит, что людям всех возрастов запрещено выходить из дома без уважительной причины. Нарушившим карантин грозит штраф. В настоящее время мы будем просто предупреждать граждан, но если будут выявляться случаи повторного нахождения беспричинно на территории города, на улице, будут лица привлекаться к административной ответственности. Штраф за данные правонарушения у нас предусматривает от 15 до 40 тысяч на физических лиц. Также в ближайшие дни специальным раствором будут обрабатываться магазины и подъезды жилых домов. Денис Семенов, Виталий Андреев, Ленск. Только что глава региона Айсен Николаев в прямом эфире в своем Инстаграм сообщил, что возможно выявится и второй заразившийся COVID-19 в Ленском районе. Также глава рассказал о том, что в ближайшее время готовится к выписке 3 человека. Следить за актуальной информацией по эпидобстановке в регионе теперь можно и на специально созданном для этого сайте. На Стоп Коронавирус Якутия собрана вся актуальная информация о COVID-19 в республике. В режиме реального времени публикуется вся оперативная информация и карта распространения опасной болезни. Указаны дома, откуда были увезены заболевшие. При этом синим цветом на карте обозначены адреса жителей, находящихся на 2-недельной самоизоляции. Сайт также содержит интерактивные ссылки на все онлайн-сервисы, которые могут быть полезны в режиме самоизоляции. Через рубрикатор можно получить медицинскую и психологическую помощь, узнать все о возможностях онлайн-образования, заказать доставку продуктов и промышленных товаров на дом. Пенсии и социальные пособия будут выплачены досрочно. В период пандемии Почта России совместно с отделением Пенсионного фонда приняли решение осуществить выплату и доставку пенсий до 12 апреля включительно. Инициативу поддержал Кабмин региона. Так, правительственная автобаза выделила дополнительные машины для осуществления доставки. На сегодняшний день из 80 тысяч человек 60 тысяч уже получили пенсию. В случае, если получатель по каким-либо причинам находится вне дома, доставка выплат будет произведена повторно до 15 апреля. Все почтальоны имеют средства индивидуальной защиты. Также практикуется бесконтактный способ выплаты пенсий. С собой у почтальонов есть мобильный кассовый терминал, который позволяет принимать платежи за коммунальные услуги, за интернет, за сотовую связь, также заказать продукты питания. Первомайская акция профсоюзов пройдет в интерактивном формате. Из-за сложившейся эпидобстановки традиционного массового шествия не будет, а празднование 1 мая перенесено в соцсети.
Президиум утвердил традиционное обращение Федерации профсоюзов. Выдвинуты основные лозунги: за сохранение рабочих мест, за среднюю зарплату в период простоя, за индексацию зарплат, за индексацию пенсий работающим пенсионерам. Также прописано, что главной задачей профсоюзных организаций всех уровней в период пандемии является недопущение нарушения прав трудящихся, оперативное реагирование на все обращения работников и проведение мониторинга принимаемых решений работодателями. Выпускающих кафедр. Поэтому я попрошу всех профсоюзных активистов, трудящихся республики, поддержать наше решение и провести первомайские акции в различных социальных сетях через средства массовой информации, чтобы все это у нас проходило в удаленном доступе. Также в Федерации профсоюзов объявлены конкурсы на ролики по защите. За время самоизоляции в стране, по данным банковских аналитиков, россияне существенно сократили свои траты на кафе и рестораны до 75,6%. Что, конечно, сказалось на жизни малого бизнеса. Между тем, в Петербурге и Москве работают якутские предприниматели. Как идут их бизнес-дела и насколько сильно сказалась пандемия коронавируса на работе предприятий, узнаем у нашего СОБКОРа Айсены Бурнашовой. Сейчас я включу. Святая святых каждого ресторана – кухня. Место, где некогда кипела, а жизнь сейчас пустует. Не слышно ни перекличек поваров, ни запаха жареной рыбки. Как и все заведения по России, петербургский ресторан северной кухни, где подавали якутские блюда, временно закрыт. О кулинарных изысках, которыми заведение баловало своих посетителей, сейчас говорят лишь заметки шеф-повара. Также есть говядина, тоже для сравнения, там с олениной, сердцем оленя. Филе дикого оленя, якутская жеребятина, северные грибы и ягоды прямиком из регионов России. Экзотичные для города на Неве яства полюбились петербуржцам, делится с нами шеф-повар. Коронное блюдо ресторана, конечно же, якутская рыба. Да, рыба нравится, и мы дальше развиваем рыбу. То есть у нас сейчас получается порядка 3 позиций рыбы. И в дальнейшем сейчас у меня идет машина еще с продуктами, и мы еще добавляем 2 позиции рыбы. И если раньше, чтобы попробовать жеребятину или омуля, люди выстраивались в очередь, то сейчас работа на стопе. Но сотрудник ресторана полон оптимизма. Все перебиваемся, ждем. Я думаю, что будет хорошее время. Планы какие? Открыться и также радовать гостя. Я думаю, будем какие-то обновления делать. К карантинным реалиям адаптировались и предприниматели, торгующие якутскими рыбными деликатесами в Москве. Они доставляют индигирку бесконтактным способом. В день, конечно, приходит не так много заказов, но дальше только больше, не унывают продавцы. Доставка действительно самый лучший способ сейчас во время самоизоляции, потому что рестораны закрыты, все закрыто сейчас. Все чаще ресторанный бизнес начал уделять больше внимания не рецептурным изыскам, а рекомендациям ВОЗ. Бесконтактная доставка, перчатки и медицинская маска стали обязательными условиями их работы. Коронавирус проводит мощную проверку на прочность, и предприятия малого бизнеса надеются пройти этот сложный период с минимальными потерями. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Москва, Санкт-Петербург. Это были главные новости уходящей пятницы. Наш телеканал продолжает следить за развитием событий и держать вас в курсе. Находитесь дома, берегите себя и до свидания.